За годы независимости Республика Казахстан сделала огромный шаг вперед как в политическом, так и в социально-экономическом развитии. Республика Казахстан обладает немалым количеством достижений. Самым первым и значительным является, конечно же, обретение независимости. 16 декабря 1991 года стало для нас знаменательной датой. Тогда наша страна стала независимым государством. Были учреждены его границы, и она, наконец, появилась на карте мира. Также на основе Конституции была создана эффективная система управления. У страны появились свои вооруженные силы, пограничные войска, военно-морской флот и республиканская гвардия. Среди прочих достижений государства можно также назвать формирование уникальной модели мира и согласия, учреждение Ассамблеи народа Казахстана и создание жемчужины страны, столицы Нур-Султан. Республика Казахстан занимает огромную территорию, что позволило ей войти в десятку самых крупных стран мира. Также наше государство имеет очень разнообразный рельеф. Бескрайние степи, пустыни, горы. Благодаря всему этому у нашей страны очень богатый животный и растительный мир. Казахстан также обладает очень большими запасами разнообразных полезных ископаемых. В его недрах было обнаружено около 99 элементов таблицы Менделеева. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита. Второе – серебра, свинца и хромитов. Третье – меди и флюорита. Четвертое – молибдена и пятое место по добыче золота. Запущен проект «Кашаган». За годы независимости наша экономика выросла более чем в 20 раз. Сегодня в стране успешно работает новый растущий класс собственников и предпринимателей. В Казахстане функционирует почти 1,5 миллиона предпринимательских структур, которые производят около трети всего национального богатства. В настоящее время в республике создана эффективная модель экономики. У нас не было единой системы коммуникаций, производства, транспорта, электропередач. Мы создали это за годы независимости. Автомобильные, железные дороги были проложены так, что они напрямую не связывали уголки нашей огромной страны. С реализацией программы Нурлы-Жол «Светлый путь» завершилось создание единой транспортной системы. Она построена как новая артерия глобального транспортного маршрута. Проложены тысячи автомобильных и около 3000 железнодорожных путей. В начале 90-х Казахстан практически ничего не экспортировал, а сейчас является поставщиком в 119 стран мира и поставляет более 2500 наименований товаров, что приносит около 50 миллиардов долларов дохода. За эти годы построено более 1000 новых производств. Производится 500 совершенно новых видов товаров. Общий продукт иностранных инвестиций в настоящее время составляет более 265 миллиардов долларов. Следующий триумф заключается в том, что благодаря экономическим успехам удалось обеспечить реальный рост благосостояния населения. В 1996 году 35% населения Казахстана находилось за чертой бедности, но за годы независимости доля населения, живущая за чертой бедности, сократилась на 2,5%. Самые развитые страны не имеют такого показателя. У нас в 2,5 раза сокращена безработица. Мы каждый год создаем 270 тысяч новых рабочих мест. За последние 1,5 десятилетия зарплата и пенсии выросли более чем в 10 раз. Уделяется внимание социальной сфере. Социальные расходы выросли в 180 раз. Это 46% от бюджета страны. Мы вместе с Арменией, Белоруссией,
Кыргызстаном и Россией создали Евразийский экономический союз. Десятки государств мира выражают желание сотрудничать с ЕАЭС, в том числе в создании зон свободной торговли. Интеграция – это дружба, доверие и стабильность в регионе. Еще одно триумфальное достижение страны – это признание всем миром Казахстана как лидера глобального антиядерного движения и последователя миротворчества.